ну, как бы достигли этого и получили ли отдачу от народа? Конечно, достиг своей цели, достиг. Я как Елай донес свою книгу до народа. Это главное. Сейчас все знают, как жить, все знают, слышали эти законы, записаны они. Сейчас его будут анализировать. Будете еще в спокойной обстановке все это обсуждать и увидите, что это за вами будущее. Вы сами, будущее в ваших руках уже есть. Так что будьте спокойны. Вы уже свободны. А скажите, пожалуйста, как пришла эта мысль идти к Путину и изгонять его? Бог велел. А каким образом вы это узнали? Шаманы умеют слышать Бога и природу. А как вы стали шаманом? Это долгая история. Это горе. От горя становится. Я от горя стал шаманом. От большого горя. А вот говорят, что у вас умерла жена, да? Да. Вот от этого и начался мой шаманство. Но потом я анализирую. Бог меня вел с самого детства на мой последний поход. С самого детства. Если так анализировать, вся моя жизнь была настроена на этот поход. Сейчас я это осознал. А раньше не знал. Думал, почему моя жизнь так ведет, кривь в кость. Оказывается, все это веление Бога. А вот в кривь в кость это в смысле что? Ну как, неудачная семейная жизнь, карьеру нет никакой, простой работяга и так далее. А вы где родились? Это долгая история. В Безинче родился, потом в Тако переехал. Это разные вкусы, разные районы. Но это я маленький был. Все детство в Алёпинском районе провел. А всю молодость, всю зрелую жизнь в Якутске. Якутск мой родной город. А учились на кого? Учился на историка. Закончили? Закончил. Трудом, но закончил. Вот, а как вы думаете, почему Путин уйти должен, когда вы придете? Это Бог велит, предсказание Бога. Ему надо верить. А вы говорили, что он демон. Это каким образом проявляется? Бог так сказал, что он демон. И проявляется тем, что природа его не любит. Совсем не любит. Там, где он, там катаклизмы, там какие-то теракты, не знаю. Где он проходит, грязный след оставляет, природа очищается сразу. То бурей, то ураганами, то землетрясениями, не знаю еще какими катаклизмами. Природа его вообще не любит. Он пришелец, не наш, не землянин. А вот что вы думаете об олигархах, которые его окружают? Они им заколдованы, загипнотизированы, ему служат. Хотя они и люди. Вот Миллер. Все они люди, заблудшие люди. Вокруг его окружения это заблудшие люди. И половину народа тоже он в заблуждение ввел. Поэтому его второе имя Лукавый. Он силен в этом. А кто ему это имя дал? Бог дал. Все это описано даже в священных книгах. А вот вам не препятствуют в пути? Нет, зло от меня убегает, добро притягивается. Так устроил меня Бог. Вокруг его защита сильная Бога. А угрожают, может? Нет. Рядом со мной зло растворяется в силе Божьей. От меня оскакивает или растворяется. Я это уже много раз убеждался. Только добро ко мне притягивается. А как вы уверены, что вам удастся дойти? Конечно, уверен. Вера сильная, крепкая. Обязательно дойду. И усталости нету. Я там только устану, когда своей цели иду. Тогда устану. А сейчас нет усталости. А дойдете? Обязательно дойду. Как? Бог велит, значит, обязательно дойду. А дойдете до Москвы, что сделаете? Все, он будет изгнан. Все переменится. Как я говорил, 1000 лет спокойствия и благоденствия на всей планете. 1000 лет. Это вот их время придет. А расскажите о своей тележке, что... Это мне друзья делали. Друзья, мои, как говорят, соратники, делали мне тележку, сварили. И она хороша, как говорится, все выдерживает. А что вы в ней везете? Свой груз. Юрту везу, припасы везу, одежду. Весь домашний скарб, дом на колесах. А почему не, пешком, а не на транспорте? Бог велит пешком идти. Я его слушаю. Это мой крест. Тяжело? Нет, легко. Тяжести нет. Тяжести нет. Легко идти. Вот когда закончу путь, почувствую, что было тяжело, а сейчас не чувствую. А вы вышли откуда? С Якутска. 6 марта. А планируете прийти?
в 2021 году, где-то примерно в августе. Август всегда переломный месяц в России, да и во всем мире. А все-таки расскажите историю своей семьи. Ну, как история моей семьи? Своей родной семьи, что ли? Ну, отец, да, мать учительница географии, отец агроном. Вот. Все они растили меня потихонечку. Да. У нас сложный семейный путь был. И разводы были, и обратно. Как все сложные. Мать нас растила, вырастила. Старшего сына до шаманизма вырастила, вот так вот. Но я, как я говорил, все это от рождения меня вот Бог вел, оказывается. Не зря мое детство, не зря моя жизнь прошла. Все это было подготовкой к моему походу сегодняшнему, моему последнему походу вперед. А в чем это проявлялось? Вот как? Не, это подробно не расскажешь, это много чего. Много чего, все было к этому готовиться. Я потом сейчас только осмыслил свою жизнь, то это была подготовка, с самого рождения подготовка. Он избрал меня, оказывается. Через все прошел я, через все жизненные трудности, все прошел, закалился, и я готов к походу. А вот говорят, ну как бы вы сами в интервью рассказывали, что вас мать от психбольницы уберегла. Ну, конечно, становление шаманом это всегда сумасшествие, это этап сумасшествия проходит человек. Если не выдерживает, это опасный путь. Там и останется в сумасшедшем мире или погибнет. Ну, видишь, значит, Бог избрал, и этот путь мне пришлось пройти. Да. Современные люди это не понимают, вот а мать понимала. Говорит, он избранный, он должен это пройти. А в древности это понимали сразу. Да, понимали. Вот. А как вот односельчане, они относились вот в тот момент? Пугались вас, нет? Когда мой поход состоялся? Ну, когда вы поняли, что вы шаман? Шаман? Ну, когда... мнения разные были. Кто-то разделился, с меня сумасшедшим считал. Кто-то, ну как сейчас, кто-то считал, что я на правильном пути. Мнения у людей разные. А сейчас вот именно момент все поддерживают. Вся Якутия поддерживает. Начиная от шаманов, заканчивая каждым ребенком. Да, и от шаманов Якутии я получил благословение от самого главного шамана. А до этого от женского шаманства получал благословение. Они сильнее мужчин, женщины. Так что за мной сила шаманизма Якутии сейчас стоит. А с читинскими уже общались с шаманами? Нет, меня пригласили бурятские шаманы на свою встречу, и я иду к ним. А вот те люди, которые по дороге вам встречаются, они что говорят? Они что говорят? Ну, вот все, что вы спрашиваете, они и спрашивают, когда вышел, как кушал, все остальное. Вот житейские вопросы. Ну, а потом последние месяцы уже стал политизироваться народ, уже все понял. Вначале только житейские вопросы спрашивали. Ну, а последние Спасибо. Ну, а в последнее время люди уже все знают. Для чего я иду, куда я иду, уже точно знают. Уже вопросы уже политические пошли. Народ уже все поднимается. Ну, чувствуете силу за собой, да? Конечно чувствую. И она бесконечная, эта сила. Да. С ней ничего не страшно. Александр, можно еще просьбу? Вот у нас просто на канале такие правила. Вот надо представиться, поздороваться со зрителем. Здравствуйте, меня зовут полное имя. Ну, здравствуйте, дорогие телезрители. Я шаман-воин, меня зовут Габушев Александр Прокопьевич. По-шамански это звучит Танграчалгана. В переводе Божья молния. Вот. По-бурятски, по-монгольски Тенгри Очертай. Вот и все. Я иду туда, Божья молния. Изгонять демонов. И последний вопрос, а сколько вам лет? 51. Спасибо большое. Александр, можете сказать, как будет происходить изгнание Путина? Будет проведен какой-то ритуал или еще что-то? Или просто ритуал уже происходит. Вот сегодня это законы Божьи, это и есть ритуал самый главный. И молитва, естественно молитва, шаманская, христианская. Мы, якуты, два веры имеем. Бог Христа для нас самый лучший друг. И своих духов, природу, силы природы. А непосредственно в Москве будет что-либо происходить? Ну, конечно, пока я дойду туда, перемены уже вот происходят. Нет, я имею в виду, вы что-нибудь конкретно, да, будете делать? Какой-нибудь ритуал или А я иду постоянно по дороге и ритуал делаю, да. Очищаю природу, людей очищаю. Я, насколько знаю, вы уже 3 дня в Чите, и как вам наш город? Прекрасный город, хороший город. Шикарный. Да.